Келесі жекпе-жек ММА ережесі бойынша жартылай жеңіл салмақта өтеді. А следующий поединок пройдет по правилам ММА полулегком весе. Ендеше қош жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы. Оның кәсіби рекорды 5 жеңіс, 3 жеңіліс, 1 тең нәтиже. Оның бойы 178 сантиметр. Ресми салмағы 65-те 800 келі. В синем углу октагона боец с профессиональным рекордом 5 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его рост составляет 78 сантиметров. Официальный вес 65,8 килограмма. Из города Пермь, Россия, Эрнест Садыков. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. Оның кәсіби рекорды 2 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 175 сантиметр. Оның жасы 21-де. Ресми салмағы 65-те 800 келі. Его соперник боец из красного угла. Его профессиональный рекорд 2 победы, 1 ничья. Его рост составляет 175 сантиметров. Официальный вес 65,8 килограмма. Семей қаласы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзаларға армысыздар. Тимур Акула Терекова. Рефери Ахтлев Аскербайұлы. Что ж, друзья, третий бой этого карда. И ко мне присоединяется Фаниль Рафиков. Фаниль, приветствую. Ассаламу алейкум. Да, добро пожаловать на комментаторскую позицию. Спасибо, спасибо. Давно здесь не присутствовал. Чуть-чуть отвык. Сейчас нужно чуть-чуть освоиться. Как раз бьется наш сокомандник Тимур Серикулы. Молодой проспект. И ему нужно сегодня выйти, закрыть свое поражение крайнее. Я вижу, как у вас горят глаза. Лучше самому драться. Я понимаю, я понимаю. Так всегда говорят. Тренерам сложнее, тренерам всегда тяжело наблюдать за боями их бойцов. Что ж, начинает. Да, бой начался у нас. Опытный Эрнест Садыков. Да, кстати, вроде, да, 30 лет, но не так много боев у Эрнеста. Всего там 8 боев. Рекорд 5-3 идет на победной серии из 3 побед, да? Я так слышал. Ох, хороший джеб. Причем очень хороший в боях на голых кулаках. Мы это уже не раз отмечали. То есть стойки, по крайней мере, Эрнест может показать уровень. Ну и неплохо действует ногами. Он чемпион Пермского края по тайскому боксу. Ну да, вот эти нестандартные удары бьет в первую очередь. Тимур ответил джебом. Ну и Тимур у нас очень титулованный по любителям спортсмен. Выступал по ММА. И по жек-пижек, чемпион Казахстана, чемпион Азии, чемпион мира. Очень титулованный, интересный бой. Очень много движения от бойцов на старте этого боя, на старте первой 5-минутки. Да, и финтов очень много в исполнении Тимура и Эрнеста. Неплохой фронт-кик. Пока что такой разведочный такой раунд. Клинч, первый клинч Тимур. Но нам говорили, что он прошел сейчас лагерь в Осетии. Да, прошел лагерь в Осетии. Хороший лагерь был. Потянул борьбу, потянул свои слабые стороны. Фаниль, если вы будете говорить громче, учитывая, что они у комментаторской позиции, вас, наверное, даже услышат в этот момент. Да. Тимур. Думаю, Тимур все будет слышать. Сейчас прижимает к сетке, работает. Зарабатывает активно, зарабатывает очки. Ох, неплохой локоть. Вырывает руку из захвата, тут же добавляет локтем. Активно подключает колени в этот момент и Эрнест Садыков. Не остается в должниках. Хорошая отбойка в исполнении Тимура. Обратно вот эти вот то ли стомпы, то ли непонятные удары в коленный сустав. Они очень неприятны, особенно когда ты стоишь, когда вес твой опирается на одну ногу. Вот сейчас было колено, кстати, тоже опасное. О, хайкик! Какой? Ну, на ногах остается Тимур Серикула. Ну и Акула уже сверху. Да. Локти в корпус. Хороший локоть, еще один. Гранд энд паунд в исполнении Тимура. Проглотил хайкик он. Не показал никакого вида, что был удар пропущен. Сейчас видим какой-то треугольник. Да, пытается отсюда выйти. Ну да, для грэпля фейсгард называется в исполнении Эрнеста. Мы сейчас видим отсюда
много приемов можно исполнить. Но сейчас закрыл гард. Чем и пользуется Тимур. Сейчас будет зарабатывать очки. В крайнем бою он проиграл. Да. Крайний бой проиграл. И сейчас ему нужно выиграть бой. Не рисковать, стараться. Ну и вот сейчас уже активней. Под свист сразу же с трибун. Да. И вот исполнение. Меняет опять же локти. Очень грамотно отбивает корпус. Пытается здесь и доносит удары. Ай, хороший локоть. Еще один локоть. Ох, ну так с размаху отбивает. И вот голову локоть. Перевел. Это, наверное, самый зрелищный бой в этом карде, по крайней мере, на данный момент. Да, Акула. на данный момент сейчас мы видим самый зрелищный бой. Съедает потихоньку. Причем вот в этой позиции чувствует себя максимально комфортно. Садыков не может никак перекрыться. Да. Пытается как-то оттянуть скорее оппонента. Да, нужно вставать, пытаться встать, лежит. И пропускает удары. Что в корпус, что в голову. Хороший граунд-паунд у Тимура. Показывает уровень. Слушает угол свой грамотно. Делает свою работу. Ну вот, ошибка Эрнеста. Не нужно закрывать гард, нужно вставать. Вот сейчас но ему никак не удается. Свипа, да, попытка свипа. Не оттеснить никак, но в этой позиции крайне опасен. Тимур. 20 лет всего этому парню. Молодой проспект. И крайний бой показал, что он может биться на высоком уровне. Просто где-то что-то не хватило опыта. Совершал ошибки. И сейчас он вот все исправил. Видим в исполнении его хороший граунд-паунд. Отбивает корпус. А вы как знаете, что работа по корпусу забирает всю стамину, как в игре Mortal Kombat, да? А без выносливости здесь никуда, абсолютно. Отбивает, пытается как-то у Эрнесту сложно, откровенно. После первого раунда Тимур заряжается, оттягивается, после этого набрасывает финальные 10 секунд, которые уходят в копилку Тимуру Серикулу. Здесь сомнений нет никаких. Этот перевод стал в этом раунде решающим. Хороший раунд в исполнении Тимура. Смотрим. Вот мне казалось, что есть превосходство определенное у Эрнеста в плане рича, но что-то достаточно длинные ручки у Тимура, которые он активно использует. Да, он базовый боксер. У него семья такая, да, спортивная. Отец мастер спорта по самбо, насколько я знаю. Братишка у него в сборной Казахстана выступает по боксу среди молодежи. Такая спортивная семья. И вот эти традиции оставляют след. Да, конечно. И Тимка может и побороться, и побиться в стойке. Ну и хороший хайкик в исполнении Эрнеста был, да. Прям такой жесткий. И отдать должное тоже Эрнесту можно. В стойке он не уступает ничем Тимуру пока что. Вот только что перевод был решающий в этом раунде. Ну, он как раз после этого хайкика и смог перевести своего соперника на настил. Тимур Серикуло по прозвищу Акула. Затягивает глубокие воды Эрнеста пока что. Интересно будет посмотреть, что Эрнест будет делать с этим. Пытаться биться в стойке. Это единственный выход. Успел бросить взгляд Тимур? Внимательный. И собранный, да? Да, очень воспитанный парень. Вновь колено метит Садыков. Да. Вот эти стомпы или как стоп-кики, как их называют, очень неприятные. Вот. Пытается обездвижить соперника таким образом и вновь. Причем не видно этих ударов. Да. Заряжает. О, хороший мидл-кик. Блок, но хороший. Ищет дистанцию, сокращает ее Тимур Серикуло. Садыков выбрасывает, ну так не глядя, скорее заряжается, понимает. И есть попадание. Ну вот как раз таки в корпус. Вновь. Пытается как-то работать по этажам. Садыков, лоу-киков мы от него не видели, но все те удары в колени. Подкручивает под сильную сторону. Ох, и сейчас вперед увидим! Ох, какой тейкдаун! Амплитудный, мощнейший от Тимура Серикуло. Такой слэм, который, скорее всего, может быть и решающим в этом раунде, если Эрнест не будет пытаться встать.
Ну, по первому раунду мы увидели, ему крайне сложно выбираться из этого положения. В партере. Ну, да, ошибку сам делает. То, что закрывает гард. Вот сейчас даже мог вставить хотя бы одно колено, попытаться встать. Но не встает. Ну и правильный контроль. Тимур отключил предплечье. И плюс те пропущенные удары в корпус все равно играют роль, когда ты пропускаешь, у тебя дыхание сбивается постоянно, тебе тяжело вставать, как бы ты ни хотел. Есть такая, да, неформальная такое правило вообще. Если ты упал в течение 20 секунд, если ты в партере не встаешь, скорее всего, ты больше не встанешь. Если ты бьешься с человеком с хорошим уровнем там, контроля. Ну, тут почти минуту. Почти минуту. Да, да. Поэтому нужно, пока что ты свежий, пытаться сразу вставать. Вот как мы сейчас видим, гард закрыт. Как ты оттуда встанешь? Только если не завяжешь его, там, не дашь работать. Ну, Тимур показывает, что он в этой позиции умеет доминировать. Пока удается Эрнесту только время от времени блокировать, пытается здесь выхватить левую, пытается выйти как-то на болевой. По крайней мере, в первом раунде была попытка там треугольника, которая ничем абсолютно не завершилась для него. И из этого положения навряд ли что-то удастся. Акула заряжается. Была тоже в исполнении Эрнеста, не получилось. Все заблокировал, Тимур все видел. Ну, хорошее чувство в партере тоже есть у Тимура. Растет парень, 20 лет ему. Ну и куда более опытный Эрнест Садыков. В Eagle FC Selection он бился в последний раз. Несмотря на то, что достаточно серьезный у него возраст для ММА-бойца. Ну да, 30 лет уже. Блин, многие там карьеру завершают, ребят. А у Эрнеста смотрите, только начало свечка открылась, да? Да, пропущенные удары сыграли роль. Локоть один из острых прошел. Да, сильное кровотечение сейчас мы наблюдаем. Прям бежит, аж тяжело самому Эрнесту смотреть. Скорее всего, наверное, очень глубокое рассечение. Да, заплыл там уже правый глаз. Скорее, возможно, сейчас могут остановить бой, отвезти к доктору, потому что заливает глаз Эрнесту, он не видит вообще ничего. Посмотрит в том числе и арбитр на таймер. Да, сейчас у нас медленно и плавно образуется кровавая лужа. Просто мучает сейчас Серкула своего оппонента. Да, развивает вот этот вот урон. И видно, как Эрнесту тяжело уже. Если... Ой, какие звуки сейчас мы слышим. Тоже. И здесь локти полетели, да. И все пытается доносить, и удается хаммерфистом Серкула. Причем все может себе сейчас Акула позволить. Да, почувствовал кровь. Наваливается всем весом, где-то пытается даже сбить дыхание и добавляет постоянно. Серкула действует разнообразно. А если Акула чувствует кровь? Подсказывает там угол Садыкову, что осталось 30 секунд. Еще пытается Тима разговаривать, скорее всего. Не очень понятно, правда, с кем в этот момент. Уже прямо напротив нас. С Эрнестом ведут диалог. Все проще ему дается сейчас развивать свое преимущество. Зажат у сетки Садыков и крайне сложная для него ситуация. Я вижу, Фаниль, что не успевает Тимур бросить на вас взгляд. Ну, мы сейчас находимся, в нашем углу находится. И сейчас доктор, скорее всего, посмотрит, насколько глубокое рассечение у Эрнеста. И сможет ли он продолжать вообще бой, да? Но очень много крови потерял. И сухо тоже, что ли, бежит кровь. Непонятно, что пока что. И, скорее всего, сам Эрнест уже не хочет продолжать бой. Вторая пятиминутка для него оказалась крайне сложной. И кровь в ухо попала, как я понимаю. Да. Очень было много крови. Кровавый раунд такой. Ни одной сечки после первой пятиминутки. А второй раунд становится, таким испытанием на выживание для Эрнеста Садыкова. Сейчас нужно пригласить доктора, я думаю, в угол. Но вокруг него и так огромное количество людей. Там и медиа набежали. От этого, конечно, Садыков. И вот сейчас, скорее всего, мы увидим, наверное, момент. Но это опять локти. Очень острые локти. С Тимуром я сам стоял в парах. У него очень хорошие локти. Сам иногда их не видишь. Миша говорил о том, что вы, работая с ним в стойке,
ну, вот отмечали его неуступчивость, заряженность, выносливость. Заряженность. Вот у него хорошая черта, я всегда это отмечаю. У него в зале нет авторитетов, он может порубиться хоть с кем там, хоть там боец UFC против него стоит, там, Найзы, либо еще кто-то. Он просто делает свое. Сняли с боя. Все, сняли Эрнеста. Но вы сами видите рассечение. Никак не удается остановить вот это кровотечение. И да. Замучил просто-напросто Тимур Серкуло своего оппонента. Акула пришла за третьей победой. Возвращается. И есть третья победа в копилке у Тимура. 20 лет этому парню, его история только начинается. И это только начало его карьеры. 20 лет. И Акула вернулся. Кроваво вернулся. Эрнест, конечно, красавец. Он направляется к сопернику для того, чтобы пожать руку. Садыков кайфует. Вот это ощущается с того момента, как только он появился в клетке. Только зашел, уже было видно, что человек получает максимальное удовольствие. И сейчас мы видим джентльменское отношение двух спортсменов. Эрнест понял, что проиграл бой. Подошел, поздравил Тимура. Пока что это самый кровавый, самый зрелищный бой на нашем турнире. Очень важно эволюционировать самим бойцам Тимуру Макуле Серкуло. Это удается. Ну а вам, друзья, если вы являетесь предпринимателями, обязательно нужно трансформировать свой бизнес, чтобы он стал доступнее для любых компаний, от стартапов для крупных корпораций. Почему, спросите вы? Ответ очень прост. С помощью цифровых бизнес-решений FiveKit поможет оцифровать ваш бизнес легко и быстро. Доступен на сайте fivekit.com, App Store и Google Play, дамы и господа. Доступен он еще и на разных языках. Становитесь лучше, как наши бойцы Найза и Урал FC. Вот он хайлайт, наверное, главный. И здесь все становится понятно. Самый зрелищный бой и первая досрочная победа в рамках нашего сегодняшнего карда. Найза 52, совместный турнир с Урал FC. Эрнеста вернули к базовым, наверное, настройкам, можно сказать так. Ну да, не так все страшно, как мы смотрели в углу, да, просто височная такая, да, височное рассечение, сосудов там много. Волос в крови, мне кажется, там тоже есть. Тимур Акула Серкуло!